Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня мы выезжаем в селение Мелчухи Гудермесского района. Постараемся проехать через село, показать вам село. Потом, если погода позволит, взлетим над селом, поснимаем вот так чуть-чуть и постараемся показать вам. А вы, в свою очередь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам это видео, ваши впечатления, предложения и замечания. Смотрите нас, не переключайтесь, желаю приятного просмотра. Аллаху Акбар. Село Мелчухи. Это село еще знаменито тем, что здесь есть горячий источник. Лечебный, так скажем. Лечебный горячий источник. Вот. Говорят, раньше это село было над центральной дорогой, то есть возвышенности. Я потом на квадрокоптере постараюсь вам это показать. Я помню в детстве, когда я был маленьким, это село даже было вот, начиналось вот отсюда. Вот канал, переход моста. Все, село начиналось вот отсюда именно. Вот, начиналось отсюда. И все. Тут сколько улиц было? 2-3 улицы там. А сейчас за каналом уже село стало большим, расширилось. И вышла уже за пределы прежней границы. Вот. Короче, вверх, ближе к дороге, на трассу Ростов-Баку. Погода тоже улучшилась, появилось солнце. Вот. Снаружи температура машина показывает минус 3 градуса. В селе есть конкретное движение, кто-то идет в школу, кто-то из школы, кто-то по своим делам. Жизнь в селе кипит, короче. Видимо, это центральная мечеть, новая.
улица Крайняя. Так и называется. Крайняя. Вот за этой улицей уже дальше улицы нет, уже край села получается. Раньше мечеть в селении была вот этой центральной. Вот. Это напротив школа. Это школа у нас. Это новая центральная мечеть. Видимо, сейчас эту мечеть сделали центральной, потому что она больше, чем та, которую мы сейчас видели. Вот. И мечеть носит имя, мечеть имени Мухаммад Хаджи Вайсерт. Новая мечеть. Новая построенная мечеть. Вот, красивая и большая. Так, мы сейчас переехали канал. Вот, друзья, вот этого села уже не было. Вот это все новое. А еще раньше, я сейчас не помню, мне рассказывали, что это село было еще над дорогой центральной вот этой трассы Ростов-Баку. Раньше это было М-29, а сейчас трассу переименовали, вот эту дорогу переименовали на Р-217 или 200 какой-то там. Вот, переименовали вот в эту. Поэтому, говорят, раньше вот где горячий источник, вот там же была, вот на этой возвышенности было это село Белчухи.
друзья, я показал вам это село. Сейчас мы найдем стоянку более-менее видимости этого села, вот на возвышенности, и постараемся взлететь, показать вам село с высоты птичьего полета. Так, я остановился вот более-менее вот на возвышенности. Вот сейчас я вам покажу, село видно вот с высоты. Вот я сейчас нахожусь на стороне новых построек, скажем так. Вот. Как я сказал ранее, это село было старое вот за каналом, а там за селом еще есть один канал. Короче, вдоль вот этих двух каналов было это село. А там в буквальном смысле 3 улицы были. И есть, почему были. Вот. А то, что вот сейчас уже с этой стороны, это уже получается у нас новые постройки. Вот. Вот видите, это старое село. Вот. До Выселки говорят, если может я даже ошибаюсь, потому что вот жители этого села знают лучше историю своего села. Как мне объяснили, до Выселки это село было вот за трассой, то есть еще вверху, на высотке, за трассой вот, Р-217. Трасса Ростов-Баку, так скажем. Вот. И это село прославилось тем, что здесь есть горячий источник, лечебный горячий источник. Потому что я помню, в детстве даже, я помню, что вот сейчас уже бывших союзных республик, Узбекистана, Таджикистана, вот, с этих республик даже ездили сюда именно на этот лечебный источник. Вот. И я не говорю, сейчас про приграничных республик этого села, нашей республики, Чеченской республики. Потому что до сих пор вот туда ездят, на лечебный источник ездят люди с Дагестана, с Ингушетии, вот, разных республик, кто знает этот источник, сюда едут, чтобы принять эти лечебные ванны, короче. Вот. Это примерно вот такая сырая информация, как бы маленькая информация, то, что я могу вам сейчас вот так выдать. Вот. Все, друзья, давайте вот постараемся взлететь, посмотреть, что тут. Как я вам сказал, погода тоже идеальная, красивая. Солнышко вышло из-за облаков. Пока солнышко за облака не зашло, постараемся взлететь, посмотреть на село сверху. Все, давайте. Желаю приятного просмотра. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Желательно хорошие. И делайте ваши предложения, замечания. Ну, что вы считаете? Или как я должен все это сделать? Ну, как-то так. Вот. Все, давайте, друзья, взлетаем, посмотрим.
этот горячий источник, про который я вам говорил. Тут круглый год, и зимой, и летом, в любое время тут бывают жители, то есть люди, скажем так, принимают источник. Вот в этом помещении, вот в этом помещении есть и женская сторона, и мужская сторона. Поэтому вот это у нас называется лечебный источник Истису или Мелчихи. Вот. Так, сейчас я постараюсь, если заряда хватит, я постараюсь вам показать, где был расположен до выселки вот это село. Вот за этим холмом должно быть вот это место, да, сейчас я не знаю, вам видно, не видно. Так, сейчас я постараюсь приблизить. Вот. Так, смотрите, друзья, вот. Вот эта дорога идет, вот это на источник. А вон там. Вот. Качество, наверное, теряется, да? Вот на этом холме располагался раньше вот это село. Вот. Из-за сильного тумана тут ничего не видно. Друзья, сейчас у нас аккумулятор тоже садится. И мы возвращаемся к пункту взлета. Друзья, вот и посмотрели на село. Я постарался максимально короткий срок показать вам улицы села Мелчихи. Показал с высоты птичьего полета. Надеюсь, вам понравилось. Могу в свою очередь вас попросить, чтобы вы подписались на канал, ставили лайки, нажимали на колокольчик, чтобы не пропускать нового видео. У меня вот в последнее время часто не получается часто выкладывать видео, но этот год у меня был очень напряженным, скажем так, поэтому не получилось. Но надеюсь, если доживем до следующего года, сделаем обязательно красивое видео, будем часто выкладывать новые видео. Соответственно, будем надеяться, что вы будете смотреть наше видео. Все, друзья, на этом мы заканчиваем это видео. Желаю всем всего самого наилучшего. Желаю, чтобы вы и ваши родные не болели. Берегите себя, берегите родных. Аллаху Акбар.